прямом эфире информационная программа «Вести Чеченская Республика». Корреспонденты Ия Рамзанабуев готовы рассказать о наиболее значимых событиях к этому часу. Ассаламу алейкум. Главное сегодня. Круг добра. Благодарность за предоставленную возможность видеть своих детей без боли и без слез. В Минздраве обсуждают совершенствование оказания помощи детям с тяжелыми и редкими заболеваниями. Имена ключевых участников проекта, какой фонд оказывает поддержку и перечень болезней. Восстановление инфраструктуры. Изменения в городе уже налицо. Память павших чеченских бойцов будет увековечена в Мариуполе, что обсуждали с мэром города, как прошла встреча с нашими защитниками и сколько тонн продовольственного груза передали. Олимпийский спорт. Количество призовых мест 10 весовых категорий, каждой весовой категории по 4 призовых места. В Грозном проходит турнир по вольной борьбе. Сколько участников сошлись в битве за звание лучшего в 10 весовых категориях. В Министерстве здравоохранения республики состоялось совещание в рамках проекта по усовершенствованию медпомощи детям с тяжелыми и редкими заболеваниями, повышению лекарственной доступности работы медико-генетической службы. Поддержка будет оказываться через созданный президентом России фонд «Круг добра». Адам Магомедов продолжит. На первом региональном совещании проекта по усовершенствованию взаимодействия участников обеспечения медицинской помощью детей с редкими заболеваниями, который прошел под руководством заместителя председателя правительства региона по социальному блоку Адама Алханова, обсудили пути повышения доступности лекарств для генетически больных детей. Данной проблеме особое внимание, как и здравоохранению в целом, уделяет глава региона. А региональный общественный фонд имени первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата Хаджи Кадырова, регулярно оказывает поддержку больным. Глава Чеченской Республики Ахмат Хаджи Кадыров уделяет пристальное внимание проблемам здравоохранения, лучше постоянно мониторирует, и благодаря ему, его поддержке, у нас здравоохранение стоит на самом высоком уровне. И он нам предоставляет и последние новейшие, можно сказать, оборудование, что даже нет других субъектов. Своевременная диагностика детей с тяжелыми жизнеугрожающими заболеваниями и обеспечение их дорогостоящими лекарственными препаратами, медизделиями во взаимодействии регионов и фонда «Круг добра» является приоритетной целью участников проекта. Сформулированы ряд предложений, которые мы уже на открытой части вынесли в адрес руководства республики. И мы считаем, что если даже часть этих предложений будут реализованы, это значительно улучшит организацию медицинской помощи детям. На совещании также присутствовали матери тяжелобольных детей. Таита Мухадиева воспитывает ребенка с врожденным первичным иммунодефицитом. Благодаря проекту и руководству региона ей регулярно оказывается помощь с лекарственными препаратами, что является для нее большой поддержкой. Хотела бы выразить огромную благодарность нашему Минздраву при содействии с фондом «Круга добра» на федеральном уровне. Благодарность за предоставленную возможность видеть своих детей без боли и без слез. На первом совещании были вынесены предложения по улучшению работы с фондом «Круг добра» и медико-генетической консультации в республике. В дальнейшем будет подготовлен проблемный лист для обсуждения на следующих встречах, которые пройдут уже в других регионах. Чеченская Республика занимает лидирующие позиции на Северном Кавказе в обеспечении комфортной жизни детям, страдающим от тяжелых и редких заболеваний. В дальнейшем эта положительная динамика будет улучшаться благодаря Центру по работе с генетическими заболеваниями, который будет создан в ближайшем будущем. Это поможет выявлять подобные болезни на ранней стадии. Адам Магомедов, Рахман Хаджиев, Вести, Чеченская Республика. Память павших смертью храбрых чеченских бойцов будет увековечена на аллее славы Мариуполя. Об этом стало известно в ходе поездки на Донбасс председателя парламента Магомеда Даудова и вице-премьера по силовому блоку Абузейда Висмурадова. Региональный общественный фонд, как всегда, не остался в стороне и передал 150 тонн гуманитарного продовольственного груза бойцам и населению. Лейла Муртазова с подробностями.
Председатель парламента Чеченской Республики Магомед Даудов и вице-премьер по силовому блоку Абузайд Висмурадов посетили Мариуполь и встретились с главой города Константином Иващенко. В ходе беседы они вспомнили, как чеченские подразделения первые вошли в населенный пункт и начали освобождать его. Также отметили, что память павших героев будет увековечена на будущей аллее славы. Первый город Донбасса, который освободили от нацизма. Мы горды, чеченский народ, горд, да и сыновья чеченского народа, что основную ношу борьбу с этим фашизмом, именно освобождение города благодаря нашим бойцам. Чиновники отметили качественное изменение городской инфраструктуры и преобразование Мариуполя. Вместе с собой они привезли гуманитарный груз от регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Порядка 50 тонн продовольствия будут расфасованы в центре Единой России. Продуктовые наборы волонтеры раздадут нуждающимся горожанам. Константин Иващенко поблагодарил главу республики Рамзана Кадырова за неоценимую помощь, которую он оказывает освобожденному мирному населению. Я всегда благодарю Рамзана Ахматовича, потому что понять и организовать, и руководить республикой очень важно в этот такой ответственный период для всей нашей страны. Это раз, но я вижу, как весь чеченский народ поддерживает и любит Рамзана Ахматовича. И поэтому и мои слова такие же тоже благодарности. Далее делегация посетила место дислокации и расположения чеченских бойцов. Магомед Даудов, обращаясь к военнослужащим, заявил, что их отвага и доблесть привели к освобождению жителей Мариуполя от нацистов. Самое главное, в зоне проведения специальной военной операции для бойцов действовать сплоченно и осторожно, строго действовать приказам руководящего состава. Это и ставит в приоритет чеченские военнослужащие. ده لواج والله دويل ده لو أعمد عجينية يوحك أي شق دولاري دولار داخل لويل ده وين شو دغديش رجلي دوشن شو جاتيك دغديش دو ديك أنت تولك أنت دوشو ده خيتي أتغير شو وقع خير ده أتل. Вопрос продуктового снабжения на войне можно считать одним из наиболее важных. В случае с чеченскими бойцами таких проблем нет. Благотворительный фонд поддерживает их на регулярной основе. На этот раз делегация привезла для них 100 тонн продуктовой помощи. Связью, Мариуполя, город 500 с лишним тысяч. Мы были бы с вами, у нас это все тоже было бы. Да, сидол аману, да, то мил арбахкан божния, мил дохтон сарам, да, сарадол. Чеченские подразделения принимают активное участие в специальной военной операции наряду с вооруженными силами Российской Федерации. Они выполняют свои задачи, общее предназначение которых заключается в демилитаризации и денацификации Украины. Лейла Муртазова, Руслан Магомадов, Вести, Чеченская Республика. Следующий наш сюжет о Джабраиле Асадове, бойце, дочь которого положила в кармашек отцу зайчика. Этот видеоролик моментально разлетелся в чеченском сегменте сети интернет и не оставил равнодушным никого. Военнослужащий вернулся домой, чтобы отметить свой день рождения. Истории надежды и любви в сюжете Амины Тупилаговой. Едва ли не каждый житель региона знает, что это за игрушка. И то, что она сейчас у меня в руках, значит лишь одно – Джабраил Асадов дома. История зайчика попала в фокус всеобщего внимания в середине сентября. Многомиллионные просмотры, огромное количество репостов и комментариев на просторах интернета тому подтверждение. В наш прошлый визит каждый вопрос про папу вызывал у Петимат слезы. На сей раз с ее лица не сходит улыбка, ведь то, что Джабраил дома, отчасти ее заслуга. Вот Джабраил дал мне прочитать сообщение, которое ему прислала
Дочь, папа, у меня скоро день рождения, в следующую субботу. Не забыл? А ты будешь на моем дне рождения? И у мамы день рождения. Не забыл? Если ты не занят, позвони. Ладно, я тоже тебя люблю. Но папа, похоже, на день рождения к дочери не успеет, да? Нет, конечно. Пацанов оставлять ему даже. Вот так. Ответ на один из вопросов, заданных федеральным журналистам, стал судьбоносным. В такое непростое время хочется верить в чудо. И для маленькой девочки оно случилось. 29 октября. Что ты хотела на день рождения, что даться отсюда? Я хотел, чтобы ты с папой приехал ко мне на день рождения на чай. Любовь между отцом и дочерью воспета в веках. Она абсолютна и неисчерпаема. Вручив папе игрушку, девочка дала понять, что вместе с ней отдает часть себя, которая будет с ним, куда бы он ни отправился. Маленькая Петимат в полной мере не осознает, какую важную миссию взял на себя ее отец. Раз за разом он отправляется в зону проведения специальной военной операции, показывая пример настоящей доблести и патриотизма. Мы вот стоим, разговариваем здесь, а ребята туда вот в ад. Машина за машиной, машина за машиной. И все ахматовские, да. Все на работу. У нас там на передке работает 130 человек. Они все бойцы там прям хорошие. Оттуда, я не знаю, они не пройдут никогда. Свою службу в органах мужчина начал в 2003 году, в самый разгар борьбы с международным терроризмом. Сегодня он имеет колоссальный опыт, которым делится с более молодыми товарищами на передовой. Спустя столько времени активной военной деятельности Джабраил продолжает быть в числе первых, кто отправляется в самые горячие точки. И нам представилась возможность узнать у него самого. Почему? قيخل ولي أولش لقطان الذين سيجوا حلقوا إشبوشة دوش تنبات ساحرين دوش خزدات ساحرة بيشنا إشتولق لوشتولق وشتولق أرجولا سونا تان الذين قلغر سنسلح تيجان استنج ولي خيط راخيت سي ونداجة سيد إعلاننا يورد حلقة ويشلون كانت خيرش يورد حلقة يشوع خيرش خيرش مش ورتي تصير داعش شلونه صون أسبيغلن دولاونا سيجالت بالله صون ولا جاجويا كم هغنيرا واموداجنيرا. На данный момент в зоне проведения специальной военной операции тысячи чеченских бойцов. Каждый из них оказался там, чтобы искоренить зло, которое подступило к границе нашего государства. Испокон веков Россия была сильнейшей державой, а славилась она самоотверженной любовью и смелостью своих доблестных воинов. Победа — лишь вопрос времени. Амина Тупилагова, Аслан Ахматов, Магомед Бараханов. Вести. Чеченская Республика. Живая нить традиции под таким названием в мемориальном комплексе славы имени Ахмата Хаджи Кадырова открылась выставка чеченских мастеров декоративно-прикладного искусства. Авторы представили более 200 изделий. Эти работы отражают своеобразие национального быта, что способствует развитию художественных традиций, культурного и духовного наследия народов России. Мероприятие проводится в рамках реализации регионального проекта «Творческие люди Чеченской Республики» и посвящено столетию государственности субъекта. Много молодежи, много тех, кто интересуется этими работами, потому что декоративно-прикладное искусство – это тоже одна из форм культуры нашего народа. Она передает те краски, она передает те настроения, которые пришли к нам с глубины веков. Это вот то, что делали еще наши предки. И теперь современные мастера показывают, как это делалось раньше, ну и знакомить нашу молодежь с нашей национальной культурой. 150 борцов состязались в турнире в памяти чемпиона мира Асланбека Бисултанова. В каждой весовой категории была острая борьба, в итоге, как и полагается, победили сильнейшие. Адам Сулейманов следил за триумфами спортсменов.
Участникам не более 21 года. Все 150 человек приехали из разных регионов страны для того, чтобы выступить на турнире в память Асламбека Бисултанова, чемпиона мира и заслуженного мастера спорта СССР. Турнир проводится при поддержке Министерства Чеченской Республики спорта и Федерации спортивной борьбы Чеченской Республики. 10 весовых категорий, каждой весовой категории по 4 призовых места. 1 чемпион, 1 серебро и 2 бронзовых. Соревнования проходят в соответствии с календарным планом республики официальных спортивных мероприятий. Они продлятся 2 дня. Кубки и медали присуждают судьи международного класса. Борцы в подобных мероприятиях принимают участие не впервые. У всех свои цели и амбиции, путь к которым прокладываются сквозь колоссальную дисциплину и самопожертвование. Когда соревнования в подходе бывают, утром, вечером тренируемся, 22, 00, 21, 00 ложимся спать, держим режим. И питание каждый день, 3-4 раза желательно. У каждого из присутствующих на трибунах имеется свой фаворит. Кто-то является фанатом спорта и активно занимается, кто-то просто пришел посмотреть. Особенно за своих спортсменов болеют сами тренеры, ведь победа является их общей заслугой. Доволен, хорошую схватку поделал, вытащил схватку, в конце проигрывал. Борьба – это вид спорта, в котором решающей является далеко не сила. Залог победы в правильно подобранной тактике и пойманном моменте. Но это умение приходит только с опытом. Судьи внимательны, а зрители напряжены. Участники демонстрируют небывалую ловкость и грамотность. Это верно продвигает их главные цели. Адам Сулейманов, Сайдалиан Пукаев, Вести, Чеченская Республика. В Музее Республики для местных блогеров провели экскурсию под названием «Музей глазами блогера». Гости увидели экспонаты биеннале современного искусства Кавказа, спустившиеся с гор, а также представленные избранные предметы, среди которых археологические древности, артефакты средневековья, живопись и многое другое. Также блогеры увидели, как проходят уроки в музее для школьников, инициатором которых является министр культуры Айшат Кадырова. Мы организовали для блогеров небольшой тур по музею. Это люди, которые имеют свою определенную аудиторию, и к ним прислушиваются люди, молодежь. Через них мы хотим показать молодежи, что музей сегодня это не только выставки и какие-то официальные мероприятия, что музей сегодня это современное, крутое, уютное, теплое пространство. К этому часу это все события. Еще больше новостей вы можете узнать и на наших страницах, в социальных сетях и в приложении «Смотрим». С вами был Рамзан Абуев, и пусть в вашей жизни будут только хорошие вести.